Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Вот уже больше года канашцев, живущих в микрорайонах ВРЗ «Элеваторе» и «Восточно», не дает покоя запах, который периодически нависает над данными участками. Природа его происхождения совместно с администрацией города и сотрудниками специализированных служб республики изучила наша съемочная группа. Сюжет с ночного рейда. Не единожды раз горожане на различного уровня встречах поднимали вопрос о резком запахе, который появляется с наступлением ночи. По этой причине в районе 22 часов ночи под руководством заместителя главы администрации города Дмитрия Байгулова с представителями Министерства природы Чувашии и врача-лаборанта Роспотребнадзора выехали в указанные районы города. Ночью постоянно чувствуется какой-то запах. Точно никто, конечно, охарактеризовать не может. Мы неоднократно с силами администрации выезжали, пытались выяснить, в чем причина. Привлекали Роспотребнадзор, но учитывая то, что все-таки количество жалоб увеличивается, а проблема эта не решена до сих пор, администрация города Канаш обратилась в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии с просьбой оказать нам поддержку. Значит, техническими средствами, возможностями для того, чтобы все-таки эту причину выяснить, постараться ее ликвидировать имеющимися силами возможности, чтобы такого больше в городе не повторялось. Как объясняет врач-лаборант, в атмосфере имеется большое количество химических соединений. Однако их превышение может привести к серьезным заболеваниям людей. Забор воздуха и анализы экспресс-методом специалист проводил в различных районах города. По заданию, Министерства экологии нам составили специальную программу на определение содержания, сажи, замешанные вещества, диоксид азота, бензол, ацетон, диоксид серы. Вот на эти вещества сейчас мы будем, не все вещества, конечно, на этом приборе, на другом приборе тоже будем определять. Будем проводить замеры. Частично экспресс-методом, частично стационарно. Мы забираем лавсановые мешки и будем определяться анализы. Будем проводить анализы уже стационарных хроматографов. Процедура, на первый взгляд, проста. Прибор вбирает в себя воздух и результат выдает на экран. Кроме этого, в арсенале специалистов имеется еще ряд приборов. Этот, к примеру, носит название ПУ-4. Он фиксирует взвешенные вещества. Но результаты становятся известны только через некоторое время, когда в лабораторных условиях изучат фильтр-пробу. В общей сложности сегодня, совершив 4-5 остановки в промышленной зоне города Канаша, специалисты собрали материал для анализов, а также набрали образцы воздуха для дальнейшего исследования. В ходе ночного рейда обратили внимание и на вываленную неподалеку от многоквартирных домов кучу бытового мусора. Видимо, кто-то, решив избавиться от следов преступления, не дожидаясь рассвета, поджег ее. По всей видимости, сподручнее было вывалить мусор в промзоне, чем вывозить его на специализированный полигон. А вот едкий запах от пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов распространился по всему городу. Всю ночь мы провели, диагностики в поиске тех мест, которые, по мнению наших жителей, просто не дают возможности нам спокойно дышать в ночное время. Вот сейчас мы установили один из фактов такого нарушения, грубого нарушения природоохранного законодательства. Мы сейчас, конечно, предпримем все меры совместно с Минприродой Чувашской Республики, совместно с Роспотребнадзором, потому что функция этих ведомств входит непосредственно регулирование этой деятельности. Я думаю, что виновник вот такого безответственного обращения будет привлечен к самой жестокой ответственности. Теперь же данным фактом гражданской несознательности или проявлением злого умысла займутся специальные органы. Они-то точно разберутся, кому принадлежит мусорная куча и кто за нее ответственный. Ирина Константинова, Павел Шевченко. Вести недели. Начало учебного года ознаменовала августовская конференция педагогических работников нашего города. Итоги прошедшего и планы на будущий год были рассмотрены в актовом зале администрации, рассказывает Марина Баринова. 1 сентября более 6 тысяч школьников переступят порог общеобразовательных учреждений города. Увеличилось число первоклассников, что ярко отражает положительную динамику в демографической ситуации канашцев. Глава Владислав Сафронов отметил некоторые моменты жизни города, которые смогут изменить ближайшее будущее как молодежи, так и горожан в целом. Еще одно событие, которое должен перевернуть жизнь в нашем городе. Это то, что нашу заявку на создание территории опережающего развития Минэкономразвития России одобрили. И сейчас вот эта наша заявка, одобренная коллегией, проходит согласование с министерствами. О чем это говорит?
уже будет интересно в нашем городе открывать новые предприятия. Очень большие налоговые льготы получат. Если в других городах они откроют, налог на прибыль надо платить 20%, у нас 5% будет. Пенсионные, социальные налоги, если платят в других городах 30%, у нас 7,6% будет. Обнуляется налог на имущество, на землю. И уже многие крупные инвесторы говорят о том, что как только статус получим, они готовы к нам прийти. Несмотря на то, что на сегодняшний день путевки в детские сады получили 719 детей, еще 1213 ждут своей очереди. Остро в этом нуждаются маленькие жители, проживающие в микрорайоне Восточный и центре города. В рамках целевой программы «Доступная среда» детскому саду номер 19 было выделено финансирование на оснащение группы специальным учебным реабилитационным компьютерным оборудованием для детей с ограниченными возможностями. Наиболее обсуждаемая тема в образовании – это государственная итоговая аттестация выпускников. Этот учебный год разочаровал многих. Несмотря на то, что средний балл ЕГЭ этого года был выше, чем в прошлом, 100 баллов не набрал ни один выпускник. Основной государственный экзамен в 9 классе сдавали 460 человек. 377 получили документ об образовании за курс основной школы. 83 девятиклассникам предстоит пройти итоговую аттестацию в сентябрьские сроки. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах настораживают и требуют качественных изменений в процессе преподавания предметов. Азы воспитания каждый из нас получает не только от родителей, но и от воспитателей детских дошкольных учреждений. Еще вчера студентка, сегодня уже воспитатель. Волнительно очень. Это первая конференция в этой должности, поэтому переживаем, волнуемся. Но очень приятно, что такое внимание оказывают нам, молодым специалистам, не обделяют вниманием, так сказать. Очень нравится, приятно очень. Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Надежда Дмитриева поздравила педагогический состав с началом учебного года. Внимательно прослушав доклад Валентины Владимировны, можно сделать вывод, что отрасль образования города находится на верном инновационном пути развития, имея неплохую базу и опытный, профессионально грамотный кадровый состав. Налицо творческий подход ко многим вопросам системы. В докладе были четко обозначены достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, поставлены задачи и пути их решения. В течение всей работы конференции за значительные заслуги в сфере образования отличившимся были вручены грамоты и благодарственные письма. Марина Баринова, Павел Шевченко. Вести недели. На днях в Канаше было подписано трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между администрацией и объединением работодателей города и Советом организаций профсоюзов Канаша на 2017-2020 годы. Об этом Ирина Константинова. Основной задачей документа является регулирование социально-трудовых отношений. Оно проходило довольно долгое согласование и в конечном итоге было подписано 3 сторонами. Основным куратором выступает глава администрации города Владислав Сафронов, а также подписи поставили президент торгово-промышленной палаты Чувашии Игорь Кустарин, председатель Координационного совета организаций профсоюза города Виктор Григорьев. Подобное соглашение необходимо, так как Канаш переживает новый вектор своего развития, отмечено на встрече. 135 миллионов с фондом наградования поступили, и наша задача освоить эти средства по 3 объектам. Все объекты приобрели подрядчиков, в принципе, разрешение на строительство получили, и они ведут работу. Мы вот инженерную инфраструктуру построим, это будет привлекательно для наших инвесторов. Им уже будут готовы инженерные сети и энергетика. Да, на этой площадке. Да, там 37 гектаров земли будет для 22 резидентов примерно, но это может меняться количество. И рядом же там этот завод на 15 гектаров будет. Ну, это одна из сторон привлекательности, что эта площадка будет. Но другая сторона привлекательности будет в том, что мы подали заявку Минэкономразвития на участие, на получение статуса территории опережающего развития.
Стоит отметить, что проект соглашения разработан путем проведения коллективных переговоров. Каждая из сторон отстаивала свои принципиальные позиции. Вот этот документ, это является нормативно-правовым актом документа, потому что после публикации, если какие-то вопросы возникают, у любых работодателей, которые не являются членами ассоциации или даже не являются членами торгово-промышленной палаты, объединения работодателей, они обязаны будут исполнять вот эти решения. И это особенно заметно, когда у нас происходят какие-то конкретные соглашения в дополнение к названному, например, о минимальной заработной плате. И вот согласование интересов, разных интересов работодателей, это вот наша с вами задача. И для того, чтобы с властью можно было говорить как коллективный представитель работодателей, а не как каждый отдельно получил свою проблему, решил, зашел, и, так сказать, решил ее и забыл. А вот есть общие проблемы, когда нужна консолидация, так сказать, всех процессов. Предметом соглашения выступили взаимоотношения сторон в области экономической политики, рынка труда и содействия занятости, регулирования оплаты труда и соцподдержки населения и многих-многих других вопросов, которые вошли в пункт настоящего соглашения. Ирина Константинова, Павел Шевченко. Вести недели. В целях обеспечения жителей и гостей нашего города качественной сельхозпродукции по доступным ценам и создания условий для реализации товаров на территории городской ярмарки стартовал месячник «Дары осени». Подробнее Марина Баринова. Целью каждого посетителя Канашской городской ярмарки – купить свежие овощи и фрукты по демократичным ценам. Такую цель ставит каждый, кто здесь побывает. Ежегодно в конце августа жителям и гостям города предоставляется возможность приобретать продовольственные товары по ценам производителя. 26 августа состоялось торжественное открытие месячника по традиционным названиям «Дары осени», целью которого является торговля сельскохозяйственной продукцией без посредников в период с 26 августа по 1 октября текущего года. Разрешите поздравить вас с началом ежегодной традиционной ярмарки «Дары осени». В первую очередь слова благодарности нашим сельхозтоваропроизводителям, которые, несмотря на сложные погодные условия в текущем году, смогли собрать урожай достойный. И второй момент. Данная ярмарка дает прекрасную возможность и сельхозтоваропроизводителям, и нашим покупателям получать продукты экологически чистые прямо с полей и огородов. Надо сказать, ярмарка очень увлекательное событие и всегда пользуется спросом у населения. Здесь всегда многолюдно и время летит незаметно. С погодой тоже очень повезло. Ни жарко, ни холодно. Как раз для долгого гуляния и длительного времяпровождения на свежем воздухе. Каждый предприниматель затрачивает не только массу усилий на выращивание продукции, но и вкладывает в нее свою душу. Будь то картофель, лук, капуста, саженцы плодовых деревьев или производство меда. Кто пчелок уважает, кто их не обижает, тот получает мед. И мед 70-80% с липы в этом году. Мед отличного качества, все справки имеются. Все для людей, одним словом. Цену не загибаем. И мед получаем. Мед у нас откачиваем чистый вот из таких запечатанных рамок. Обратился ко всем присутствующим, поздравив их с открытием месячника, и директор Канашской городской ярмарки Евгений Никитин. Он же вручил грамоты за посильный вклад в развитие сельского хозяйства и обеспечение городского населения качественной сельхозпродукцией самым активным и добросовестным предпринимателям. В нашем городе сложилась такая традиция, что ежегодно мы проводим праздник Дары осени с размахом, с песнями, с танцами, с плясками. Спасибо огромное нашим сельхозпроизводителям. Поздравляю их с открытием праздника «Дары осени 2017». Желаю им выгодных покупок, продаж, богатого урожая. Ну а жителям города, в свою очередь, желаю закупиться на зиму высококачественной продукции по умеренным ценам. Еще раз с праздником! Подарком для всех от дирекции ярмарки стала концертная программа звезд чувашской эстрады. Марина Баринова, Павел Шевченко, городская ярмарка. Вот уже совсем скоро школьники сядут за свои парты и начнут учебный год. Несколько школ города перешли на 5-дневное обучение. Торжественные линейки пройдут во всех учебных заведениях. Об этом в следующем выпуске. А я на этом с вами прощаюсь. Удачной вам недели. До свидания.